Как на любом другом УИК, здесь все привычные атрибуты: урны, места для голосования, столы, информационные стенды. Но в этот раз появились и такие важные вещи, как маски, санитайзеры, перчатки, которые выдают голосующим на входе. Санитарный вопрос решен и никого не пугает. Все организовано четко и понятно. Обязательная дистанция, движение по стрелкам, все строго по регламенту. Те, кто пришел проголосовать, ждет на расстоянии 1,5 метров. Вообще у нынешнего голосования много новых обязательных деталей. При входе всем выдают одноразовые ручки, паспорта, в руки члены комиссии не берут. Кабинки лишились привычных шторок, чтобы у голосующих не было контакта с поверхностями. Пришел лично отдать свой голос и самый старейший житель Сунжи Шамсудин Хашагульгов. То мероприятие, которое со вчерашнего дня проводится в нашем государстве, оно направлено для того, чтобы в целом любой человек, любой гражданин Российской Федерации жил в лучших условиях, чтобы он был в достатке. Я считаю, с этой точки зрения, вот эти поправки, которые внесены в эту будущую новую Конституцию Российской Федерации, это все сделано на благо нашего народа. Проверить ход голосования на участковую избирательную комиссию в Сунжу приехал глава региона Махмуд Али Калиматов. Пользуясь случаем, просто не мог не принять участие в голосовании и не выполнить свой гражданский долг. На общероссийском голосовании не обходится и без подарков для жителей. Так, к своему грядущему юбилею презент получил Шамсудин Хашагульгов. Да, у меня руку не буду подавать. Давай, подарок. Данное событие имеет большую значимость как для нашей республики и в целом для страны. Это и защита суверенитета государства, его истории, поправки, касающиеся детей, здоровья, учебы, предпенсионеров, пенсионных выплат и их индексации в зависимости от инфляции. Всеобщий интерес вызывает и поправка об упоминании религии и Бога, которая подразумевает неприкосновенность свободы вероисповедания, а у нас верующее население, отметил глава Ингушетии. Я не агитирую ни к чему людей, но призываю всех не оставаться безучастным к этому историческому событию, а изучить вопрос, прийти на избирательный участок и выразить свое мнение по волнующим его вопросам, подчеркнул Махмуд Али Калиматов. И моя задача, проезжая участки, я хотел посмотреть, созданы ли условия, потому что COVID-19, он еще идет. У нас просто второй этап. 24-го у нас указ был, но второй, мы первый прошли, и теперь у нас минимально идет количество людей, и у нас уже в этой части мы должны все равно осторожен быть, применять. И я хотел посмотреть, созданы ли условия обезопасить, во-первых, и голосующих, и саму комиссию для наших жителей в целом. И в других районах, в которых я был, и буду еще завтра, и конкретно в Сунже, для того, чтобы они голосовали. В городской дом культуры, где и расположился УИК номер 903, еще до службы в армии ходил Махмуд Али Калиматов. Как только глава региона переступил порог, на него сразу нахлынула ностальгия. Я в этот ДК с детства, не знаю, 5-6 лет ходил. И я сегодня здесь голосовал. У меня такие впечатления, потому что это все мое родное. Даже вот в любое время года здесь кондиционеров не надо. Здесь вот такой уют был. Здесь были классы музыкальные, хоровые, здесь много чего было. Спортом занимались, шахматами. И поэтому сегодня для меня настолько трогательно для меня и настолько для меня приятно, что я нахожусь, во-первых, в родной станице своей, теперь он город Сунжа. И здесь было очень интересно, в которой я провел свои юные годы до армии. Поэтому для меня и честь большая сегодня. А вот чтобы все проходило гласно и без эксцессов, за ходом голосования следят наблюдатели. Второй день ухожу на этом участке, нарушений никаких нет, средства защиты имеются, люди приходят голосовать, нам важен и нужен голос каждого человека. В стороне не остались и волонтеры, они подсказывают и помогают избирателям. يبغى ده حجدت خلاص حوج وسجى حشوا ويده وقش يبغى مش بيبيز أبيس نهتوه سج وزر نقول ده ترجعيس تربية ورثة سخوط خلاص أيها и разные участки حديقة دتخو ханс. Всего в Сунже 9 участковых избирательных комиссий. Только в УИКе номер 903 ожидают 2830 избирателей. Явка неплохая, все-таки люди идут, видимо, знают, что эти поправки нужны.
Время есть. Избирательные участки будут работать еще 6 дней. Сделано это, чтобы голосование прошло максимально безопасно и комфортно. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.